На этой неделе президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Золотую звезду Героя России получил командир якутского добровольческого отряда «Ботур-1» Александр Колесов. Он стал первым добровольцем СВО, кто удостоился этой высшей награды в стране. А в Москве наши земляки провели торжественное чествование героя. Максим Кардозу расскажет подробности. Звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев «Батур-Барс-2», Республика Саха, Якутия. В Екатерининском зале Кремля во время церемонии вручения госнаград имя нашего земляка было названо первым. Из рук президента страны Александр Колесов получил золотую звезду Героя России. Огромная честь для меня, это огромная ответственность. И хочу сказать, что это наша общая награда всем отрядам. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, которые пожертвовали своими жизнями ради спасения нашей страны. Эта награда, память о них. И Александр всегда говорит о том, что это не только его награда, это награда всех якутян, которые сейчас сражаются за нашу родину. Я встретился с нашими бойцами, которые здесь лечатся, передал им эти слова. И, конечно, они очень горды за нашу Якутию, за нашу страну. Они уверены в нашей победе. Герой России – это госнаграда страны, высшее звание, которое присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического подвига. Александр Колесов, командир добровольческого отряда «Ботур-1», во время одного из боев не только выполнил поставленную задачу, но и вывел товарищей из-под огня противника. Он спас жизни 50 военнослужащих и лично уничтожил военную технику врага. В том бою был ранен Николай Петров, боец добровольческого отряда «Барс-2». Силы украинцев были очень большие, там в основном были наемники, поляки, польскую речь, потому что мы слышали по рации. Когда мы зашли в Радьковской Пески, сразу же на нас вылетели коптеры и начался минометный обстрел. Мы как могли, конечно, старались уходить от обстрела, но я получил ранение. Рядом лежащий товарищ погиб, к сожалению. В том бою было 14 человек ранено, 7 человек погибло. Наши земляки, живущие в столице, собрались в постпредстве Якутии, чтобы выказать дань уважения и благодарности Герою России Александру Колесову. Во время торжественного чествования рядом с Александром Колесовым неизменно находилась его супруга Туяра Колесова. Сегодня она работает руководителем городского центра поддержки семей участников СВО в Якутске, который занимается самыми разными вопросами – от психологической, юридической помощи до решения бытовых проблем. Туяра Валерьевна рассказала, что была сильно взволнована, когда узнала о награде супруга. Это, конечно, очень достойная награда. И сразу в голову пришло, это наша единая общая награда. Награда всех сопричастных к этому делу, всех матерей, жен, жителей Республики Саха-Якутия. Очень была горда, но это и прежде всего ответственность, я понимаю это. Александр Колесов в 90-е годы участвовал в вооруженном конфликте в Приднестровье, воевал во время Первой Чеченской войны, пошел добровольцем на военную спецоперацию. И сегодня его деятельность также связана с СВО. Он занимается волонтерской работой, подготовкой новых бойцов и всячески старается поддержать своих сослуживцев. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Григорий Николаев, Москва.